у меня двое детей с инвалидностью. У меня, когда родилась дочка, в семье у нас начались проблемы, недопонимания. У меня у самой в голове были много вопросов. Почему у меня такой ребенок? Почему именно я? В семье моего мужа мы были 6 невесток, которые один из них, только у меня были двое детей с инвалидностью. Хотя у нас родственного брака не было. Я вот этим удивилась и задала себе вопрос, почему именно я? Почему у меня такие дети? Почему у меня родились такие дети? Я сама себе вот днем и ночью задала вот вопрос, искала ответы. Вместо поддержки у меня со стороны свекровки, наоборот, были упреки, ты куда-то ходишь, чем ты занимаешься, прикрывая своих детей, якобы я куда-то хожу. Вот они мне не верили. А в то время я как была в депрессии, когда у меня такой ребенок, я даже не думала ни о чем другом, кроме своего ребенка, куда пойти, как лечить своего ребенка. Но я тогда думала только лечить. Жаль, большинство мужчин вот, отворачивается от, как сказать, это же трудный путь. Ребенок с инвалидностью, надо заниматься, много времени надо, отворачивается и уходит. Вот у меня тоже такая ситуация. Никакого поддержки я не видела со своей свекровки и мужа. Наоборот, они меня винили. Но я, с одной стороны, благодарна Аллаху, что Он от меня отвернулся. Может быть, я там сидела еще дома, не знала, куда пойти, и дети бы так бы лежали дома. Я потеряла время, когда родилась дочка. Дочка 18 лет уже. Тогда я не знала, куда обратиться. Ну, таких организаций тогда и не было. Почти, как сказать, всех нейропатологов обошла. Я всех нейропатологов обошла со своим дочкой. Ну, сказали, ДЦП невозможно вылечить. Такой ребенок, вы можете, вот, хотите, всю жизнь будете таскать такого ребенка, но она не будет ходить, не будет сидеть, у нее парализована. Детский церебральный паралич. Но я не сдавалась. Как услышу где-то такой нейропатолог или какой специалист, туда я бегаю. И вот хотела вот тогда найти на свои вопросы ответы. Хотела узнать, возможно ли вылечить такого ребенка. Но все сказали одно и то же, что ДЦП это невозможно. Один врач мне сказал, я это не забуду, ты не таскай этого ребенка, можешь сдавать, что он инвалид, и родить другого ребенка. Все равно она не встанет, от него никакого толка. Я вот этого не забуду, не знаю. В глубине души вот это уже, у меня столько лет уже прошло, но все равно в глубине души это стоит. Я знаю, может быть, этот доктор думал, что это будет для меня хорошо, или обо мне он думал, не знаю. Но все равно я это не забыла. Как бы сказать, если бы я в то время не занималась самостоятельно дома со своим ребенком, не адаптировала, я хотела, сама дома массаж делала, но мне возможности не было на физлечебницу. Ну, условий не было у нас тогда. Старший сын некому было оставить. Но я сама занималась, в общем, дома. Я взяла пластмассовые вот тазики, там делала подушки внутри, самостоятельно, чтобы она вот сидела, держала, она себя вот, как бы я сама ее завязывала вот так, чтобы она спинку держала. Как бы сейчас корсетные сетки говорят, делают, ну, тогда не было. Я сама думала, может помочь. И вот, сделала вот здесь тоже этой, как подушка, чтобы держала голову. Ну, как бы я ее строила сама.
И каждый день я вот не знаю, ждала что-то нового. Но в один прекрасный день она начала сидеть. Это меня очень обрадовало, я это даже не забуду. Я в тот день, она когда сама самостоятельно сидела, без вот тазиков, без никаких этих подушек, я ее фотографировала, чтобы вот на память. И ее первый раз, когда она стояла, моя дочка, я это тоже фотографировала, я это тоже не забуду. Были те моменты, которые я сама самостоятельно добивалась, и я сама обрадовалась этому. Своим достижением я обрадовалась. Это нелегко, это труд, не день, не месяц. Это годами будем заниматься. Я до сих пор занимаюсь с дочерью, вот 18 лет, хотя все равно я каждый ее шаг, как урок, как вот смотрю, что она делает правильно, что неправильно, я говорю, исправляю. Она очень любит гостей, она очень гостеприимливая. Когда к нам приходят гости, она сама таскает курпачу, дастархан принесет и старается вот гостей принимать. И вот, обнимает, целует. Она обрадуется, это видно сразу. Но она сама самостоятельно кушает, пьет чай. Но она вот раньше она не могла вот это все делать. Ходит, нормально ходит сейчас. Без чьей-либо помощи она передвигается дома, сама самостоятельно входит в туалет, в ванну входит, обедает, ужинает она самостоятельно. Если хочет пить, она обращается, мы понимаем, она даже если жестовым языком она говорит то, что она хочет, она говорит жестовым языком или глазами показывает, я понимаю то, что она хочет. Очень любит, когда я говорю, мы на улице пойдем, она бегом идет к шкафу, принесет свои вещи новые, одевается, и она очень обрадуется, быстро одевает. Мы выходим на улицу, прогулки она очень любит, гуляет. После рождения третьего ребенка в нашей семье у меня был стресс. Я не знала, куда обратиться, как работать с ребенком. После чего я ходила к массажисту. Там сказали, что есть такие организации, что работают с родителями. Вы можете туда обратиться. Но я начала ходить в такие организации. Там провели в городе Чкаловске проводили семинары, тренинги для родителей, имеющих детей с инвалидностью. Но я участвовала в этих семинарах. Как раньше начнешь работать с ребенком, тем больше результатов. Как сказать, раннее вмешательство это очень влияет на ребенка. Я как занималась в центр Бойчайчак, мы ходили в центр Марворид. И из центра Марворида к нам домой пришли специалисты, занимались с ребенком. И в общий садик мы ходили. 2 года он ходил в садик общий. Вот это дал результат моему сыну, что он самостоятельно вот кушает, передвигается. Он вот начал сам ходить вот в туалет. Он раньше не говорил. Хотя вот дочка в 16 лет, мы вот ее сделали самостоятельной. 15-16 было. До 16 лет я памперс только купила. Столько я не научила, не знаю, может быть я как-то неправильно занималась или не знала, как вот обучать. Но с сыном чуть-чуть пораньше, из детства, получились более успешные результаты. В 5 лет он уже начал ходить, и он самостоятельно уже ходил в туалет, и он начал кушать вот после вот садика. Результаты были больше. У нас план в школе. Мне сейчас школу дали близко к нашему дому. Домашняя учеба сейчас пока. Я не обращаю внимания сейчас. Мне без разницы, что думают, о чем думают, как смотрят. Я думаю только о своих детей. Ну, не словами, но взглядами это
понятно же, как мы ходим, они взглядами вот провожают, вот так, косвенно смотрят, или не знаю, дико для них было дико смотреть на нас. У вас иногда были такие вопросы, у вас двое таких детей? Я говорю, да. Ну, удивительным глазом они вот спрашивают иногда, они у вас оба такие с инвалидностью, да? Ну, не так вот красиво с инвалидностью. У вас они двое, оба инвалиды, да? Вот так. Были вот такие слова. Но я не особо это не принимала близко к сердцу. Но я отвечала я им, когда вот сядешь в машину, в маршрутку. Ну, сейчас мало видно таких людей, но раньше было много, когда мы сидели, они стали в другое место, сели, чуть-чуть подальше от нас, не знаю, боялись, не знаю, или брезгались, непонятно. Или когда мы на улице вот ходили на прогулку, нам дали деньги, 5 сомов, 1 сомов, как на попрошайку дают же, это было обидно. А вы это возьмите, просто ради Аллаха, просто возьмите, дуа делайте и все. 1 сомон дает и вот так говорит. Я говорю, мы не нуждаемся в вашем 1 сомоном, спасибо вам. Не надо так, мы просто вышли прогулку делать. Ну, иногда задевает вот эти такие моменты. Да, я думаю, вся надежда на старшего сына. Дай Бог, дай Аллах ему силу. Думаю, вот сын поможет, вся надежда на него. Вам страшно? Да, бывает, думаю, как будет после вот моего смерти, как с ними будет, как общество принимает, как они будут после меня сами себя вот обслуживать, или как, не знаю, много вопросов, но ответы я не нахожу, потому что у нас такие центры нету сейчас, чтобы вот детей оставить, чтобы они позанимались. Таких центров сейчас, ну не такое, чтобы полностью отдавать детей, чтобы они днем ходили самостоятельно, чем-то обучились и пришли обратно домой и занимались своими делами. Хотя бы они там обучились бы самообслуживанию там. Такой центр было бы очень здорово. Благодаря общественной организации родителей детей с проблемами развития города Хучанды, благодаря этой организации мы открыли нашу организацию. Поначалу мы работали как инициативная группа год. После того, как мы стали более себе увереннее, мы решили зарегистрировать свою организацию. В 2013 году мы зарегистрировались официально в юстиции Сагдийской области. После чего мы начали работу в этой сфере. Мама приходит к нам. Они вся в слезах, приходят так опущенные. Мы говорим, это не конец света, не надо отчаиваться. О себе рассказываю, о наших родителях. Те, кто у нас работает, наши родители, они вот рассказывают о своей жизни. Я начинаю сказать о себе, что у меня 2 детей, хотя у вас муж есть, это уже поддержка у вас. Вот у меня 3 детей, но я вот не пала духом, не надо так отчаиваться. Мы будем заниматься, мы консультации даем, психологическая поддержка, да, у нас семинары проводятся, обучающие курсы проводим. Ну, они находят здесь свою, как сказать, они находят здесь что-то, они приходят и сами говорят. Я когда прихожу в этот центр, мне более легче с вами вот общаться и открыть свое сердце. Им, когда родители соберутся, им легче сказать о себе друг другу, им легче, чем дома у себя или сестрам там, своим родственникам сказать, им легче об этом сказать таким же родителям, таких, как они сами.
И мы знаем, через что мы проходим, сложности, трудности, да? Это нелегко, но все равно мы стараемся улучшить жизнь своего ребенка. Со стороны общества можно бы сказать, чтобы они проводили дома воспитательные часы со своими детьми, что в обществе есть такие дети, что надо их принимать, какими они есть. Для наших родителей я бы хотела сказать, чтобы они не пали духом и обратились в такие центры, обратились в общественных организациях. Есть центр Бойчайчак, есть центр Марворит, есть специалисты, которые занимаются с такими детьми. И не сидеть дома, ждать чего-то. Надо добиваться самим нашим родителям, чтобы они сами старались для своего ребенка, чтобы улучшить жизнь своего ребенка.